в радость, особенно перед универсиадой. Ралина Абрам, Андрей Корсенский, ТНВ, Казань. В Казани распустилась верба. Так переводится «Берменчек» – название государственного ансамбля крещенных татар. Коллектив открыл свой 4-й сезон. Отправил зрителей в фольклорную экспедицию по временам года и районам республики. Побывала в ней и Маргарита Петрова. Место музыкального инструмента – труба от самовара. Быстрые шаги, круговые движения рук. Издревле так танцевали только в Лаишевском районе республики. Песни обрядовые, игровые, застольные, но известные немногим. Участники ансамбля разыскивают глубинки Татарстана. Чтобы разговорить носителя уникального знания, часто приходится идти на хитрость. Уговорить бабушку спеть сразу – это очень тяжело. Начинаешь ее вначале с ней разговаривать о жизни, как вы в молодости, как у вас проходили посиделки. Она начинает петь, а потом уже и пускается в танец. Как пели, встречая лето и солнечный Петрау – национальный праздник крещенных татар. Вспоминается моя мама, потому что мама запевала была в деревне. Я не таким вырос. И бабушки, дедушки такие очень родственные, родные напевы, очень волнуют меня. Чтобы погружение в атмосферу было еще более полным и для зрителей, и для артистов. В деревнях они собирают не только движения и мелодии, но и костюмы, буквально в сундуках. Например, вот в таком одеянии водили хороводы девушки Пестричинского района еще в 19 веке. Характерные узоры на современных бархатных тканях появились благодаря старинным эскизам. Участники ансамбля зовут зрителя в былое и рассказывают о традициях. Например, о том, что пели в Пестричинском районе на гусиную свадьбу. Маргарита Петрова, Ришат Нафиков, ТНВ, Казань.